ЛНР и ДНР. Огрызки Луганской и Донецкой областей, так и не ставшие Новороссией, это по факту две террористические военные базы, изо всех сил создающие впечатление так называемых молодых республик. В Луганске и Донецке есть свои парламенты, кабинеты министров, депутаты, министры, министерства и прочие фейковые структуры, не имеющие абсолютно никакого влияния на реальное положение вещей, потому что всем руководят российские кураторы. Но тем не менее в Лугандоне царит небывалый подъем самомнения среди новой в кавычках элиты, и пьяные псевдоминистры гордо демонстрируют свои корявые корочки доверчивым таксистам и официанткам. Дело в том, что нормальные специалисты и адекватные образованные люди либо выехали из ЛНР, ДНР, либо остались, но не имеют никакого желания брать участие в этом позорном цирке. И поэтому на арену вышли те, на которых ранее никто не обращал никакого внимания в силу их посредственности. Попросту говоря, на более-менее заметные должности в Лугандоне пришли персонажи, гордо именуемые в народе лузерами. История неудачного создания Новороссии изобилует фамилиями так называемых лидеров, ранее абсолютно неизвестных не просто широкой публике, но даже людям тех специальностей, из среды которых эти персонажи вышли. Все эти Болотовы, Захарченки, Плотницкие, Бородаи, Гиркины, Безлеры и прочие Цыплаковы всю свою сознательную жизнь влачили серое существование на загаженных задворках жизни, будучи абсолютно никем. В Недороссии старшие помощники младших конюхов сегодня стали руководителями конезаводов. То, что сейчас происходит в Луганске и Донецке, это грандиозный апофеоз лузеров. Вакуум деятельных, способных и образованных людей Донбасса заполнился грязно-серой массой маргинального быдла под управлением российских военных кураторов. В принципе, ничего необычного. Быдлом легко управлять. Лузерам сделали медвежью услугу, назначив их лугандонскими хозяевами жизни. Похмелье однозначно будет тяжелым. Ну а сейчас гуляй, лузер, пока русня разрешает.